В эфире программа «Актуальное интервью», в студии Марфирина Алексеева. Здравствуйте. Центр опережающей профессиональной подготовки республики отметил свое 5-летие. Всего за несколько лет он стал площадкой, где встречаются образование и производство, студенты и работодатели, где рождаются новые идеи и формируются профессиональные маршруты для молодых специалистов. С какими итогами Центр подошел к 5-летию, мы сегодня и поговорим. Наша гостья в студии Сарглана Попова, заместитель директора Центра опережающей профессиональной подготовки Якутии. Сарглана Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что ж, вот СОП Якутии отмечает 5 лет, да, и если выделить за эти прошедшие годы такое самые яркие события, самые большие результаты, что бы это было? Ровно 5 лет назад, 2 октября 2020 года, состоялось знаковое для нас событие, официальное открытие Центра опережающей профессиональной подготовки Республики Саха-Якутия. За эти 5 лет через наш центр прошли обучение свыше 35 тысяч якутян. Профориентационными мероприятиями охвачено более 100 тысяч школьников, а также более 4 тысяч граждан, студентов получили индивидуальные образовательные маршруты. За эти 5 лет нам удалось выстроить вокруг себя реализацию федеральных и региональных проектов, таких как активные меры содействия занятости, билет в будущее, код будущего, кадры для беспилотных авиационных систем. Также мы запустили свои собственные инициативы, которые показывают новые образовательные методики. Это проекты «Пуск», «Дотянуться до неба». Фестиваль в прошлом году мы успешно провели, а также 30 октября этого года мы проведем фестиваль профессий «Якутия. Мои горизонты» впервые в республике. Ну и вот что означает слово «опережающий» в названии центра? Мне кажется, играет какую-то ключевую роль, да? На самом деле, да. В 2019 году было дано поручение президентом нашей страны создать во всех регионах 100 центров опережающей профессиональной подготовки, которые внедряют новые подходы в профессиональном образовании. Наша республика вошла в первую волну регионов, которые выиграли федеральный грант Минпросвещения России, чтобы открыть у нас в республике такой центр. Вот. Что такое опережение, тоже всем интересно, да, то есть наш центр, он, в отличие от других образовательных учреждений, мониторит анализ рынка труда, какие вакансии сейчас наиболее востребованы. И в соответствии с региональными потребностями мы разрабатываем краткосрочные образовательные курсы, чтобы специалисты могли освоить новые навыки, переобучиться и трудоустроиться на новые направления в том числе. Да, очень полезно на самом деле. Вот 5 лет – это важный рубеж. За эти 5 лет, наверное, скорее всего, вы уже справились со всеми большими вызовами, да, столкнулись с какими-то сложностями. Как вы их прошли? Расскажите, вот самые такие показательные примеры. Ну, мы открылись в 2020 году, то есть первым нашим вызовом стала на самом деле пандемия, когда весь мир, в том числе наша республика, она ушла на удаленный формат работы и обучения, то есть в таком пилотном режиме мы открывались, то есть первый наш вызов, это вообще стояла задача открыться. Второй вызов, это пандемийное время, там уже первые программы у нас были разработаны под переподготовку среднего звена медицинского персонала, как раз таки по работе в условиях ковида. Да? Вот. Также стоял острый вопрос нехватки рабочих специальностей в дорожном хозяйстве, строительстве, например. Вот. И третий вызов, наверное, я отмечу цифровую трансформацию образования, потому что когда наступила пандемия, всем пришлось переходить на онлайн формат обучения, да, то есть если для нас это сейчас уже привычно, то тогда это все нам приходилось оцифровывать образовательные программы, да, внедрять какие-то новые методы преподавания и так далее. Ну и вот, конечно же, как изменился подход, да, к профориентации и подготовке кадров в Якутии с момента создания такого вот нового центра, да, часто интересно, что стало по-настоящему новым и что сейчас уже стало, как вы сказали, да, то, что вот если раньше онлайн это было для нас новинку, что-то, скорее всего, еще есть такое.
Наверное, я тут расскажу про как раз-таки наш проект, который был инициирован ЦОПом совместно с Министерством молодежи республики. Это проект «Пуск», передвижной мобильный строительный комбинат. То есть в некоторых наших районах отсутствуют образовательные учреждения, которые готовят рабочие кадры. Например, это горный район. И как раз-таки там стояла потребность в привлечении кадров для строительства объектов, да, инфраструктура. И проблема какая? У них нету заведений у себя в районе, да, то есть мы приспособили транспортное средство, автобус, который оснащается необходимым оборудованием, и преподаватель выезжает к ним и обучает там на месте местное население. Вот такой формат работы у нас был. Ну вот, да, как раз таки интересно, местное население. Вообще центр, я знаю, что работает с разными слоями населения, да, и, возможно, вот есть в вашем опыте какая-то интересная история успеха. Да, наш центр, он работает со всеми категориями населения, начиная от школьников, заканчивая пенсионерами. Тут, наверное, я скажу про большой федеральный проект «Активные меры содействия занятости», который предполагает бесплатное обучение для отдельных категорий граждан. И вот за эти 4 года у нас очень много мамочек в декрете, которые сидят в декрете, они бесплатно освоили профессию, и очень много мамочек, которые, например, открыли свои салоны красоты, салоны флористики. Вот. Пенсионеры, например, у нас обучаются уже там, сметному делу, да, и становятся, осваивают, открывают для себя новую профессию и открывают новые горизонты в карьере. А про какие проекты можно сказать, что это ваша визитная карточка? Наша визитная карточка – это, наверное, касательно обучения вот, активной меры содействия занятости, потому что вот каждый день к нам поступают звонки, вот по каким программам мы можем бесплатно обучиться. Второй проект – это, наверное, профориентационный проект «Билет в будущее», который охватывает всех школьников в республике, да, и предполагает профориентационную диагностику, экскурсии на предприятия, да, и профессиональные пробы по различным профессиям. Ну что ж, я думаю, нам очень важно обозначить и сказать уже о следующих планах на ближайшие 5 лет. Немножко расскажите, что планируете. Вот 30 октября мы празднуем наше 5-летие и приглашаем всех жителей и гостей столицы на наше знаковое мероприятие. Это фестиваль профессий «Якутия. Мои горизонты». На самом деле планируется достаточно в масштабной форме, да, то есть каждый школьник может прийти к нам, попробовать себя в новой профессии, попробовать себя в роли ювелира, финансиста, что еще там, кинорежиссера. Да, и тем самым он знакомится с широким миром профессий, который у нас постоянно каждый день меняется, и это позволяет ему в первоочередной степени узнавать себя, да, и осознанно выбирать свое будущее. Вот, так что всех приглашаем 30 октября в историческом центре «Россия. Моя история». Да, состоит, всех приглашаем. На фестиваль профессий. Символом фестиваля в этом году стал персонаж Кандакан. Наверное, знаете, да, это такой детский символ севера и Арктики у нас. А еще вот очень интересно, как у вас обстоят дела в плане переобучения в сфере креативной экономики, индустрии. Это очень популярно, и мы, якутяне, в этом хороши. Да, вот. Как раз-таки на фестивале у нас будет в том числе деловая программа, посвященная как базовым направлениям развития республики, это, например, промышленность у нас, да, и перспективное направление, то, что создает у нас новую экономику будущего, это креативная индустрия и IT. Вот, можете послушать, будут очень интересные эксперты, якутяне с опытом работы в мировых компаниях, в том числе по креативке, да, вы можете послушать, получить какую-то мотивацию. И нетворкинг, конечно же. Ну что ж, Светлана Николаевна, спасибо, что вы уделили время и ответили на наши вопросы. Спасибо вам. Это была программа «Актуальное интервью». Не переключайтесь.